Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Судный день, аль-хисаб валь-джаза, как Всевышний будет рассчитывать своих рабов и как Он будет давать им заслуженное воздаяние. Потому что даже тот день, этот день называется Яумуддин, Малики Яумиддин. То есть Аллах царь судного дня, но на самом деле судный день, это если Яумуль Кияма, у него около 30 названий. Мы в хадисах, в аятах видим 28, где-то 30 ученые собрали название судного дня. И один из названий это Яумуддин, день ад-дин, то есть день воздаяния. В переводе означает, то есть день получения того, чего ты заслуживаешь. Что ты заработал, вот твой заработок, то есть твоя зарплата будет в судный день. Раздача свитков с записью дел. Судный день, расчет завершается тем, что Всевышний каждому рабу передаст свиток, где будут записаны все его деяния, все, что он делал в этом мире. И мы должны еще понимать, что каждый, он получит свиток разными способами. То есть не все получат свитки одинаковым способом. Если это был верующий, му'мин, он получит свиток или спереди. То есть это вот студент, прошел все экзамены, и вот ему дает диплом. Кто-то получит диплом в ад, пусть Аллах нас упасет от этого. Кто-то получит диплом в рай. У кого-то красный, без расчета, у кого-то зеленый, у кого-то какой-то другой. Вот. Поэтому верующие получат свои свитки или же спереди, или с правой. То есть с правой стороны, спереди. И он будет рассчитан расчетом легким, и потом вернется к своим близким в раю, и будет ликовать, будет радоваться. И Всевышний сказал, тот, кому его книга будет вручена в правую руку, то есть когда человек получает свитки в правую руку, все, это уже победа. Это уже знак, что дальше, альхамдулилля, тебя ждет милость Аллаха и его рай. И поэтому он возвращается в свою семью. Почему мы говорим возвращается в семью? Ну, потому что наше самое главное, скажем так, место – это рай. Наши родители были в раю. И то, что мы с вами здесь пребываем, да, то, что мы где-то родились, где-то выросли, скажем, родина, да, это все является местопребыванием в мирской жизни. А на самом деле у нас настоящая, скажем так, прописка должна быть, конечно, в раю. Поэтому человек возвращается в рай, возвращается к своей истинной семье. Почему к истинной семье? Потому что у кого-то, да упасет нас Аллах, у кого-то семья в мирской жизни, она может оказаться только временной семьей. Потому что если один из супругов окажется в раю, будучи верующим, а другой останется неверующим и окажется в вечном аду, то нельзя думать, что этот супруг, который в раю, будет сидеть и плакать. Поэтому я все время говорю нашим дедушкам, татарам, бабаям, да, которые в мечеть не ходят, намаз не читают в деревнях, когда я с ваазами выступаю, а у них бабушки в мечети, намаз, платок, все у них есть. Я говорю, смотрите, вы будете в аду гореть, Аллах сакласан, а ваши бабушки, Аллах превратит их в красивых девушек и выдаст замуж красивым парням, а вы будете в аду гореть. Поэтому давайте за ними все в мечеть. Во-первых, бабушка там бабушки не будет. Во-вторых, она не будет горевать. Ой, мой бабайка, наверное, горит там. Все, он враг Аллаха, будет гореть. Если, конечно, кафиром помрет. Если грешными верующие, будем, иншаллах,
надеяться на милость Аллаха. Но поэтому человек возвращается в свою семью. Поэтому мы, мусульмане, когда строим семью, мы должны сделать все, даже при выборе супруга, мы должны сделать все причины взять, чтобы эта наша семья, которую мы построим, она была вечной и в раю. Наша цель – вернуться с нашими семьями, с детьми, с родителями в рай, чтобы все мы там были, в раю. Поэтому тот, кому будет вручена книга в правую руку, он получит легкий расчет и вернется к своей семье. Вот, это мы должны правильно понимать. Он вернется не сюда обратно, все, у него семья там. Даже те члены семьи, которые не окажутся в раю, но у него там будет семья, и она будет ждать его. И это будет вечная его семья. Получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. Эта сура разверзнется, аяты 7 и 9. Поэтому даже когда, сейчас, наверное, все братья обрадуются, да? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда жена мусульманина отказывается быть покорной, то есть повышает голос на мужа не по справедливости, да? Это слышат его жены в раю. И они начинают проклинать ее. То есть, почему ты обижаешь нашего мужа? Он с тобой только на время, это наш муж. То есть, они обижаются на нее. Они начинают бранить ее и говорят, да погубит тебя Аллах. Почему ты обижаешь нашего мужа? Он с тобой временно. Мы ждем его в раю. Покорные, праведные. Поэтому есть семья, это мудрость Аллаха. Есть поэтому семья мирская, а есть семья вечная. И та твоя семья, которую ты думаешь, что вот ты, это твоя семья, может это и не твоя семья. Аллах согласен. Поэтому он вернется к семье своей семье радостным. Когда верующий, и поэтому мы знаем, даже тот, кто не нашел семью в этой жизни, он обязательно найдет, если он будет по милости Аллаха в раю, он обязательно найдет эту семью в раю. Поэтому Асия, это чья жена была? Фараона. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал в истории человечества 4 самых величайших женщины. Это самые праведные, самые лучшие, самые богобоязненные 4 женщины. Асия бинт Музахим, Марьям бинт Аймран, Хадича бинт Хувайлид и Фатима бинт Мухаммад. Мы знаем из этих 4, да, иншаллах, Хадича встретится с пророком в раю. Фатима, альхамдулилля, по милости Аллаха, просим Аллаха, чтобы она встретилась с Али в раю. Но мы знаем Марьям, она не была замужем. Мы знаем Асия, она была замужем, но за самым главным кафиром в истории человечества. Вот самая лучшая женщина оказалась жена, бывшая уже жена, получается, самого худшего кафира, да? Поэтому Асия, она не будет сидеть, ой, где там фараончик мой, да? Все, он в аду горит. Аллах уже в этой жизни его наказал. Но Асия, будучи самой достойной женщиной, она выйдет замуж за самого достойного в раю. Марьям – это женщина номер 1. Для любого мусульманина, запомните это, самая лучшая женщина в истории человечества, получается кто? Святая Мария. Это Марьям. Ни Хадиджа, ни Фатима. Аллах в Коране сказал, что возвысил Марьям над женщинами всех миров. Все, она самая лучшая. Значит, она достойна самого лучшего кого? Самого лучшего мужа. Если она самая достойная женщина. И она будет жить вечно в раю в объятиях самого лучшего мужчины. Это рай. Это рай. Там не должно быть никаких причин, чтобы кто-то что-то вспоминал, о ком-то горевал. Нет такого. Поэтому даже когда обладатель рая, житель рая увидит в другом какое-то одеяние,
красивые. И если ему это покажется красивее, чем его, Аллах заменит его одежду еще красивее. Аллах сделает все, чтобы они не печалились. Поэтому даже все обиды, все, они обнуляются. Перед входом в рай, перед тем, как войти в рай, Аллах встретит всех мусульман. То есть Аллах Тааля сделает так, что они встретятся, кто кому, за что должен, они все возьмут, все исправят, все простят и все забудут. И поэтому тот сосед, да, брат мусульманин, который иногда тебя мучил, когда ты увидишь его в раю, ты не будешь вспоминать. А помнишь, ты там мусор кидал, или сорняки там, я страдал от твоих этих, да? Не будет такого. Они все забудут, потому что это будет причиной чего? Какой-то печали. Не должна быть печали. Никакой печали не должно быть в раю. Поэтому ты просто заберешь у этого соседа несколько намазов его за то, что он тебя мучил. Несколько постов, или, может быть, хадж его заберешь. Но если Аллах простит его и ведет в райские сады, но ты никогда не вспомнишь, что он обижал. Или, например, муж с женой, оба мусульмане. То есть они же где-то в чем-то, может быть, муж ущемлял права жены, может быть, жена ущемляла права мужа. Но это же не значит, что в раю они будут это вспоминать. А помнишь, там, мусульманка, жена скажет, да, в раю мужу, а помнишь, ты меня вот там это говорил, там. Или там муж, нет, такого не будет. Поэтому это милость Аллаха, это мудрость Аллаха, то, что люди все забудут, потому что произойдет расчет между ними. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. У нас еще минута. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, он скажет: «Ха умукрау китабия». Прочтите книгу мою. «Инни зананту анни мулакин хисабия». Я верил в то, что меня ждет расчет. Он верил, он знал. «Фахуа фи ишати радия». И он будет в жизни радий, довольный, отрадный. Все, он будет доволен абсолютно всем. Ему все будет хватать. «Фи джаннатин алия», в саду возвышенном. «Кутуфуха дания», и плоды ветки будут склоняться вниз, потому что рай, чтобы вот так не утруждаться, не надо там, они сами будут спускаться вот в раю. То есть не надо поднимать руки, они вот так сами будут преклоняться перед тобой. «Кулю вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халия». И Аллах говорит: ешьте и пейте во здравие, сколько хотите, зато там диет не будет, что вы совершили в минувшие дни. Суратуль Хакка, 19-24 аяты. И что касается неверующих, лицемеров, заблудших мусульман, как они будут получать свитки, иншаллах, это продолжим. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.